Привет, народ! На связи Антон. Люди постоянно стремятся к чему-то необычному, к чему-то сверхъестественному. Живут в надежде скорейшего появления роботов и высоких технологий. Однако мы даже не задумываемся о том, что на самом деле будущее уже наступило. И те топовые тачки-трансформеры, которые я вам сегодня покажу, тому прямое подтверждение. А пока мы не начали, скорее проверяйте лайк под роликом и подписку на канал. Сделали? Тогда обязательно смотрите выпуск до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей. И поехали! Судя по всему, какие-то ребята настолько вдохновились трансформерами, что тупо не могли не создать похожего на них робота. Самый прикол этой работы заключается в том, что в робота могут залезть реальные люди, и прямо пока они будут внутри, система будет активироваться и выпрямляться. Выглядит это со стороны, конечно, немного крипово. Я в первый раз вообще из виду их выпустил и подумал, что шайтан-машина заживала бедных зрителей. Но оказалось все окей, и они находились сзади. Кроме удивительной трансформации, робот также двигается. Ну а про красивый вид я вообще молчу. О нем все из вас прекрасно и так теперь знают. А это Chevrolet Camaro. Легендарная тачка, которая напрямую относится к трансформерам. Если понимаете, о чем или о ком, не знаю, как правильно я говорю, напишите в комменты. Проверим вас, настоящих фанатов фильма. В общем, что по тачке, как вы поняли, она отнюдь непростая. Вот так вот может отъехать и неожиданно начать трансформироваться. Причем внутренние фонарики, подсветки делают реальное шоу во время этого процесса. Прикиньте, как круто и завораживающе все это может выглядеть где-нибудь на улице ночью. Очуметь! Данная тачка не полностью превращается в робота, а лишь становится им благодаря своей передней части корпуса. Но и этого вполне достаточно для вау-эффекта. Как только разрабам удалось спрятать так много механизмов внутри? Для меня это загадка. Однако не все конструкторы делают свои работы максимально масштабными. Кто-то вон придумывает и крутые миниатюрные игрушки, как, например, следующий желтенький робот. Лично мне он, конечно же, напоминает Бамблби, но в смеси с каким-то Валли, что ли. Последний тут чисто из-за глаз появился. Робот максимально аккуратный, маленький и прикольный. Да он же даже передвигается не так, как все. Вы только посмотрите. Ха, что, поверили? Вот и у меня было такое же офигевшее лицо, когда я впервые понял, что это на самом деле человек. Как ему удается так правдоподобно изображать робота, я не знаю. Но за это ему от меня огромный лайк. Потрясная работа. Скажу честно, по-моему, эту бэху я уже где-то видел. Вроде бы она один из первых трансформеров машин, которые вообще были созданы любителями техники. Однако, несмотря на свой возраст, тот принцип и та скорость, которая она это делает, по-прежнему удивляет. Все максимально четко, без ошибок и без лишних остановок. Крайне красивое зрелище. Не зря вон столько людей вокруг робота собралось. Люди понимают, где красота происходит. Единственное, что вроде как он пока не ездит, но это не точно. В любом случае, даже если оно и так, ребятам будет над чем поработать. А то был бы идеальный робот. Так ведь не интересно, да? Какие-то там микророботы, бэхи и все в таком духе, это, конечно, хорошо. Но пришло время и главу всех трансформеров засветить. Оптимус Прайм собственной персоны. Ну что, по-моему, автоботы были бы довольны, будь у них такой предводитель на самом деле. Не знаю, как вы, но лично я до сих пор не понял, настоящий это робот или это человек в каком-то супер-мега-гиперкостюме. Потому что все ну настолько правдоподобно выглядит, будто я попал в кино, вот правда. Цвета идеально подобраны, рисунки соблюдены как на оригинале, движения реальные. Короче, круто. На очереди у нас машина, которая была вдохновлена любителями трансформеров. Придумали ее прямо для обычного пользования, не поверите. Однако она только выглядеть может простой, ну максимум какой-то там тюнингованной. Но как только водитель нажимает секретную кнопку, тачка в прямом смысле слова сжимается и вытягивается, превращаясь даже не в Матис, а в ну супер маленькую машинку, место для которой найдется совершенно на любой парковке. Очень прикольный проект. Жаль, цена кусается. Порой так стоишь в пробке и думаешь про себя. Эх, вот бы ехать и резко так бац и взлететь, и всю пробку миновать. Оказывается, мысли материальны, потому что иначе вот это творение объяснить нельзя. Машина имеет необычный внешний вид, который не просто декоративная составляющая, а реально то, благодаря чему она взлетает в небо. Вы прикиньте? Причем не на какие-то там пару метров, а прям в воздух, как реальный самолет-кукурузник. В общем, пробка для подобного транспорта определенно не проблема. Жаль, по городу вот так пока летать запрещено абы кому. А то я знаю, чем бы я занимался в ближайшее время. Учился на пилота, правильно, и покупал этот аппарат. А эта машина была придумана уже не абы кем, а настоящими инженерами из не менее настоящей компании Kia, радующей людей по всему миру своими машинами уже много лет. Сидели ребята, и тут им в голову пришла идея сделать крутой трансформер.
Но они и взяли за идею какую-то старую модель кроссовера, оснастили ее всем, чем надо, и попробовали запустить. Как вы видите, получилось вроде бы даже неплохо. Правда, осталось доработать возможность передвижения в этой самой форме, но и в идеале бы движение частями так называемого тела робота, а в остальном проект уже определенно удался. И на минуточку то, что вы видите, было 5 лет назад. Да-да, вот так бежит время. Все давно придумано, а мы узнаем об этом только сейчас. Может, уже есть что-то, о чем мы заговорим лишь через 5 лет. Потом поищу. Ну и, конечно же, я не мог не показать вам легендарную машину, которая, наверное, в мое время вообще считалась самой крутой и навороченной в мире. Я сейчас говорю о DeLorean из фильма «Назад в будущее». Правда, данная модель, мягко говоря, не революционная, как минимум из-за того, что это костюм миниатюрного пацанчика. Но это все равно стоит вашего внимания. Во-первых, для этого важно нечто большее – растяжка человека. Ну а если без шуток, то даже такой костюм имеет свои плюсы. Он необычный и также приковывает внимание окружающих. Осталось, как мне кажется, настроить колеса таким образом, чтобы они еще и ездили, пока человек согнут. И будет вообще пушка. Важно лишь о коленках позаботиться, чтобы на них тоже были колеса. И будет крутяк. Не будем так далеко отходить от тематики костюмов и заценим еще один прикольный вариант. На сей раз модель вновь относится к фильму «Трансформеры». В принципе, а чего вы ожидали в таком-то выпуске? Костюм получился тоже таким, который не двигается, но в то же время очень красивым. Я бы даже на случайной выставке вполне мог спутать его с настоящей машинкой маленького размера. Настолько детали прорисованы и круто выглядят. Также мне понравилось то, что за костюмом скрывается ребенок, что также добавляет плюс 100 к милоте и красоте всей конструкции. Короче, клевый проект. Ставлю лайк. Ну и раз уж мы еще раз заговорили о трансформерах, грех не вспомнить и главного злодея – Мегатрона. Уф, как же меня в детстве он бесил, вы бы знали. Прямо переживал за историю персонажей фильма не меньше самих главных героев, наверное. Данный робот тоже фиг пойми какой. Имею в виду то ли настоящий механизм, то ли это человек в костюме Мегатрона. Напишите в комментариях, пожалуйста, если кто разбирается. Как это вообще реально определить? Хотя на самом деле, может, оно вообще и не нужно. Ну, типа робот очень красивый, четкий, со светящимися глазами и максимально плавными движениями. Лично мне капец как зашел и пробрал до мурашек. Все-таки злодею делают свое дело. Не только гнев на них вымещать можно, но и кайфовать с них время от времени. Вы что думали, что наш российский автопром ни на что не способен? Что только зарубежные эти роботы что-то могут? Пф, наивные. Вот вам прямой аргумент сразу в лицо. Это топовая Лада, которая имеет красивый ярко-красный оттенок и не просто превращается в робота, но и делает это на ходу и даже продолжает управляться и ехать. Ну тупо отвал башки же, не? Вот куда, видимо, все идеи разработчиков Лада уходят. На инновации, а не на апгрейд старых машин. Ждем в следующем году это на всех дорогах страны, что поделать. А то попривыкали вон, что Лада это только затонированные заниженные тачки, которые то и делают, что под сабвуфером катаются среди ночи по жилым районам. А нифига. А на этом видео парнишка самостоятельно собрал костюм знаете чего? Мотоцикла. Он каким-то образом закрепил у себя в ногах колесо, проделал то же самое с руками и окружил себя странной экипировкой. Именно так непонятно это выглядит со стороны. Но как только он начинает двигаться, спокойно, методично, движение за движением, картинка собирается, и мозаика показывает нам крутой мотоцикл, на котором спокойно даже можно ехать, будь спина парня попрочнее. Ну а что, по-моему, это даже круче многих реальных проектов с железными машинами. Плюс парнишка не только смекалку проявляет таким образом, но и тренируется. А подкачая он пресс со спинок, сможет даже маленьких детей возить на себе. Хотя мало какой нормальный родитель на это согласился бы, но это уже другая история, как говорится. Следующая машина реальная, ну то есть это настоящий полноценный транспорт, на котором ежедневно ездят люди. Только по вечерам, когда все спят, он аккуратненько втихарика превращается в Бамблби из трансформеров и идет спасать мир от неприятностей. Сперва из капота вылазит голова, за ней открываются двери, и так все одно за другим, сопровождаясь даже дымом, собирается полноценный желтый робот, притягивающий взгляды прохожих. В середине него для украшения крутится какая-то яркая сфера или что-то на нее похожее. Да и в целом в работе так много деталей, что можно смотреть и не наглядеться. Помните, сегодня в выпуске был такой робот, который складывался и аккуратненько прыгал или ездил, я так и не понял.
Так вот, видимо, это его лучший друг, с которым они достигли этого успеха. Да просто у парня практически такой же костюм, который разве что не едет. Ну или он просто этого нам не показал. Из плюсов можно выделить быструю сборку и разборку робота, красивые элементы и полноценное перевоплощение, при котором не остается ничего лишнего, что отвлекает от картины. Вот я бы даже поспорил с кем угодно, что идя они по улице и увидеть это чудо, никто бы и близко не подумал, что это человек в костюме. Вот реально. Согласны же со мной? Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить, а также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же: подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Иван Паньков. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!